Туркменистан – одно из самых малоизученных государств Центральной Азии. Нет страны более экзотической и одновременно совершенно закрытой от любопытных глаз. О ней ходит множество легенд и совершенно невероятных мифов. Государство общей площадью 491,2 тысячи квадратных километров расположено в юго-западной части Центральной Азии. Туркменистан имеет общие границы с Узбекистаном на востоке, Казахстаном на севере, Афганистаном и Ираном на юге. Запад страны омывает Каспийское море, по территории которого проходят границы Туркменистана с Россией и Азербайджаном. В регионе представлено более 40 наций и народностей. По данным на 1991 год, численность населения Туркменистана составляла 3 миллиона 850 тысяч человек. По данным 2005 года была опубликована официальная цифра в 5 миллионов 43 тысячи 618 человек. Однако данные о переписи 2012 года были сокрыты властями Туркмении от широкой общественности. В настоящий момент, по вине правящей диктатуры, почти половина этого населения, около 2 миллионов человек, вынуждены жить и работать за пределами своей родины. Туркменистан по степени изоляции можно сравнить только с Северной Кореей. В бывшую Советскую Республику практически невозможно попасть даже туристам, не говоря уже о журналистах и правозащитниках. Жители страны, власти отпускают за границу тоже крайне неохотно. Свободные СМИ в стране отсутствуют. Корреспонденты иностранных медиа и немногочисленные активисты подвергаются преследованию, судебному и внесудебному. Международная организация Freedom House в своем рейтинге свободы стабильно ставит Туркменистан в пятерку самых несвободных стран, выше Северной Кореи, но ниже Центральноафриканской Республики. Туркменистан сегодня находится среди лидеров рейтинга World Prison Brief, который составляет Британский институт исследований криминальной политики. По данным 2016-2017 годов, в тюрьмах Туркменистана находилось 552 человека на каждые 100 тысяч населения. В настоящее время, по неподтвержденным данным, это число увеличилось почти в 2 раза. Для сравнения, в российских тюрьмах сидит 402 человека из каждых 100 тысяч граждан. В стране не существует независимой системы контроля за тюрьмами. Власти всего лишь несколько раз разрешали посещение тюрем сотрудникам Красного Креста. Однако правозащитники не имеют постоянного доступа к заключенным. Те, кому удалось освободиться, рассказывали о жестоких пытках и голоде в колониях. Смертная казнь в Туркменистане отменена в 1999 году. Однако правозащитные организации сообщают о массовом исчезновении людей, как тех, кто был приговорен к длительным срокам заключения, так и тех, кто был задержан, но не попал в суд. В списке исчезнувших, составленном ОБСЕ, 112 человек. Сегодня весь мир уже наслышан о неадекватном президенте Туркменистана, но мало кто знает о его многочисленных и коррумпированных родственниках. И те немногие организации, включая международные финансовые организации, которые сотрудничают с ними, предпочитают закрывать глаза на все эти коррупционные схемы. В любом случае, сегодня наша миссия, как народа Туркменистана, заключается в том, чтобы открыть глаза всему миру и всему международному сообществу на все преступления правящего режима Бердымухамедова и его окружения. Мы, народ Туркменистана, должны уведомить весь мир, что Бердымухамедов пришел на президентский пост незаконно, нарушив все внутренние, а также конституционные законы и всякие нормы международного права. Он захватил власть в стране путем дворцового переворота, насильно, без ведома и согласия туркменского народа и путем фальсификации выборов. Все, кто был не согласен с его действиями, были уничтожены или арестованы в самые короткие сроки. Поэтому все мировые лидеры и международные организации, которые сотрудничают с ним сейчас, ведут диалог, должны быть уведомлены от имени народа Туркменистана, что они сотрудничают с обычным вором, мошенником и сумасшедшим диктатором, у которого нет никаких законных оснований вести диалог от имени граждан Туркменистана. И этот наш призыв направлен в частности в Организацию Объединенных Наций, где много лет заседает представитель Туркменистана Аксултан Атаева, которая в обмен на сытую жизнь себя и своей семьи каждый день
предает свой многострадальный народ и показывает нашу страну только с глянцевой стороны и получает за это награды от тирана. Также мы обращаемся во Всемирную организацию здравоохранения, которая в обмен на финансовые подарки от Бердымухамедова закрывает глаза на сложную ситуацию с COVID-19 в Туркменистане. Также наше обращение направлено в общество Красного Креста и Красного Полумесяца, чье туркменское отделение Красного Полумесяца полностью принадлежит сестре нынешнего президента Гульнабад Давлетовой, которая использует эту организацию исключительно для своей выгоды и отмывания похищенных у народа денег. Все средства, которые идут от вас и от других общественных организаций в качестве помощи нашему народу, полностью уходят в карманы многочисленных коррумпированных чиновников от столичных отделений до региональных отделений. В результате до нашего народа доходят лишь копейки, поэтому мы, туркменский народ, сообщаем вам, что вся ваша помощь нашей стране обогащает лишь небольшое количество коррумпированных чиновников во главе с сестрой нынешнего президента. Вся большая семья нынешнего псевдопрезидента Туркменистана, вплоть до многочисленных его дальних родственников, активно вовлечена в коррупционную и антинародную деятельность во всех видах финансовых потоков нашей страны, начиная с сельского хозяйства, промышленности, строительства, судоходства, законодательных и правоохранительных сфер, медицины, природных ресурсов, таможни и многих других. Фактически, на сегодняшний день у власти в Туркменистане находится криминальный клан Бердымухамедовых, который никак не уполномочен своим народом на эту власть и нарушает не только внутренние законы своей страны, но и плюет на все международные нормы и остальные государства, которые сообща создавали эти законы. К нашему большому сожалению, сегодня мы наблюдаем, как многие лидеры мировых государств и мировых финансовых институтов, введенные в заблуждение этой криминальной семьей, продолжают сотрудничать с ними и пожимать им руки, тем самым принижая свой собственный авторитет. Наш народ особенно возмущен действиями известных банковских учреждений Англии, Франции, Германии, Кипра, Турции и многих других европейских государств, которые продолжают помогать семье Бердымухамедовых в отмывании денег, украденных у туркменского народа, и в их легализации. Наши оппозиционные активисты имеют на руках неопровержимые доказательства, где указаны имена и схемы этих коррумпированных финансовых потоков, которые мы можем незамедлительно предоставить в любые компетентные органы в случае начала соответствующего расследования. По нашим данным, на настоящее время из Туркменистана было похищено более 200 миллиардов народных денег, и эта сумма без учета продажи газа и нефти. Мы, резиденты и граждане Соединенных Штатов Америки туркменского происхождения, для которых Америка стала вторым домом, от лица всех туркмен мира обращаемся лично к президенту Трампу, Конгрессу и сенаторам Америки начать незамедлительное расследование против незаконного правительства Туркменистана, а также в отношении туркменского посла в Вашингтоне господина Миреда Аразова. По нашим данным, за годы своей службы в качестве посла в Америке господин Аразов участвовал в многочисленных коррупционных аферах на территории Америки, помогая семье Бердымухамедова в отмывании похищенных у народа денег. Также нам известно, что здание в Вашингтоне, в котором располагается сейчас посольство Туркменистана, является личной собственностью господина Миреда Аразова, которое он сдает в аренду правительству Туркменистана и работникам посольства, как частное лицо, что идет вразрез всем международным и дипломатическим нормам. Туркменистан находится в самом центре самого взрывоопасного региона Центральной Азии и до сих пор служил своего рода буферной зоной для многих государств благодаря терпимости и многовековому дружелюбию нашего народа. И теперь мы должны уведомить весь мир, что у нас больше не осталось сил терпеть геноцид со стороны нашего собственного незаконного правительства. Наш тихий, но гордый народ дошел до последней точки отчаяния от произвола криминального клана Бердымухамедовых и его окружения. И если мировое сообщество и дальше будет оставаться равнодушным к нашей проблеме, то в самое ближайшее время в нашей стране может разгореться пожар гражданской войны, который затянет в свою орбиту многие регионы и государства и может продлиться гораздо дольше и быть гораздо более кровопролитнее, чем мир видел до сих пор. Потому что теперь каждый из наших соотечественников, как внутри страны, так и за ее пределами, готов жертвовать собой, своей жизнью ради свободы своей страны и своего народа. Поэтому мы просим все государства и все народы мира постараться услышать нас сейчас, пока не вспыхнул пожар войны, и помочь нашему народу привлечь к ответственности всех виновных и помочь народу Туркменистана обрести истинную свободу и независимость путем честных, прозрачных и законных выборов.